Заявления Омурбека Бабанова в Онодыре не несли призывов к межнациональной розни, а значит, уголовное дело должно быть закрыто. Об этом сегодня говорят уже не только участники той встречи с избирателями, но и многочисленные политики и эксперты. Речь бывшего лидера партии «Республика» со дня выборов была изучена вдоль и поперек. Группа экспертов-лингвистов в словах Бабанова не нашла никаких противозаконных призывов, а значит, уголовное преследование должно быть прекращено, считают политологи. То, как Бабанов разговаривал, какую речь он давал перед людьми в Онодыре ВШ, это было, в принципе, совершенно понятные, легитимные слова в ходе выборной кампании. И все мы понимаем, насколько серьезной, агрессивной, можно сказать, была кампания со стороны власти, особенно силовых структур. И на этом фоне он, Бабанов и сам объяснял, почему именно в такой жесткой форме он высказывался перед людьми. Мне кажется, это все было довольно ясно изначально. Тут какого-либо уголовно преследуемого содержания не было. Это все было сделано именно аккурат перед выборами, перед голосованием, с ясным умыслом для того, чтобы как-то повлиять на исход выборов. Сегодня власти должны дать политическую оценку действиям прежнего руководства страны и руководителям силовых структур времен Атамбаева. Сфабрикованные дела все это время держались только на команде Экса. Теперь следственные действия должны быть возобновлены, уверены эксперты. И парламент, который пытается замять этот вопрос, не должен забывать о мнении избирателей. А за Бабанова на президентских выборах проголосовало более 600 тысяч граждан. Но здесь, я думаю, что и юристы должны проработать. С самого начала было ясно, что в том, что Бабанов говорил на Онодыре, там нет криминального составляющего. Общественность в любом случае должна влиять. Если парламент сейчас не будет, как говорится, считаться общественным мнением, тем хуже для депутатов и для тех партий, которые там представлены. Поскольку счет за пренебрежение общественным мнением очень скоро будет предъявлено, через 1,5-2 года уже выборы. Вопрос Омурбека Бабанова в парламенте, кстати, вызвал серьезный резонанс и даже стоил поставить вице-спикера депутату от СДПК Асель Кудурановой. Сегодня законодатели продолжают споры о том, должен ли был Джугурку Кенеш поднимать этот вопрос. Одно понятно точно – в парламенте есть люди, которые не хотят или, возможно, просто опасаются возвращения Омурбека Бабанова. И согласно регламенту работы, вице-спикер или Торага, все вопросы, которые депутаты поднимают в процедурном, в повестке дня, они обязаны проголосовать и поставить. В данном случае, Аселя поставила вопрос Максата Сабирова на повестку и проголосовали, он был в повестке. Но, вы знаете, у нас так бывает довольно-таки часто, когда день заканчивается, очень много обсуждений, и некоторые вопросы до конца мы не можем обсудить, тогда эти вопросы практически, они автоматически переходят на следующий день. И это было довольно-таки часто. Но здесь было явно видно, что подготовленная группа депутатов кем-то манипулирована. Они заблокировали вопрос. Возвращение Омурбека Бабанова, по мнению экспертов, это лишь вопрос времени. Здравый смысл должен восторжествовать. И дело в отношении экс-лидера партии «Республика» будет закрыто. Вопрос лишь в том, как скоро в этой истории будет поставлена точка. Ни следственные органы, ни Джугурку Кенеш реагировать официально на требования избирателей и общественных деятелей пока не спешат. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС.